В эфире Канашской студии телевидения информационный выпуск «Вести недели». В студии Людмила Матвеева. Здравствуйте. На белом свете есть слова, которые мы называем святыми. И одно из таких святых, теплых, ласковых слов – это слово «мама». Слово, которое ребенок говорит чаще всего, это слово «мама». Слово, при котором взрослый, хмурый человек улыбнется, это тоже слово «мама», потому что это слово несет в себе тепло материнских рук, материнской души, материнского слова. День матери – ежегодный праздник, который отмечается в последнее воскресенье ноября. День матери наполнен особой теплотой, искренностью и глубокой благодарностью в адрес матерей, бабушек, жен, всех женщин, воспитывающих детей. В этот знаменательный день проходят концерты, конкурсы, акции, выставки, и детский дом творчества города Канаш не стал исключением. В спортзале детского дома творчества состоялся праздничный концерт, посвященный Дню матери, который открыли самые юные участники мероприятия из объединения «Ритмическая гимнастика» под руководством Татьяны Сергеевны Васильевой. На праздничной сцене звучали различные вокальные номера, вокально-хореографические, вокально-инструментальные и другие. Мы стали свидетелями того, с какой теплотой, лаской, заботой и любовью дети относятся к своим мамам. Звони тебе каждый день, обещаю, ты проси, если я часто не отвечаю. Я стараюсь для тебя быть хорошим сыном, буду руки каждый день быть своим, воспитаю, как ты, таких же балбесов, будем вместе с ними гулять по лесу, говорить им буду, какая ты крутая, любимая моя, родная мама, звуки падают вниз, вниз, у меня для тебя сюрприз, эта песня от чистого сердца потут, звучит особенно быстро, звуки падают вниз, вниз, у меня для тебя сюрприз, эта песня от чистого сердца потут, звучит особенно быстро, звуки падают вниз, вниз, у меня для тебя сюрприз, эта песня от чистого сердца потут, звучит особенно быстро. Концерт по-настоящему был очень ярким, красочным, интересным, ведь для каждого человека мама – самый главный человек в жизни. Скажите, пожалуйста, какой кружок посещает ваш ребенок в детском доме творчества? Добрый вечер. Мой ребенок, моя дочка посвящает кружок «Грильяж». Расскажите, пожалуйста, что это за кружок такой, что там именно делают? Они в этом кружке занимаются, выступают, учатся петь, танцуют. Очень увлекательно и очень интересно, нравится деткам выступать. Скажите, пожалуйста, на какое праздничное мероприятие вы сегодня пришли? Сегодня нас пригласили на праздник, посвященный Дню матери. Здесь выступали очень много коллективов, очень красочно, очень весело было, волнительно в каких-то местах. Дети очень, видно было, что дети волнуются, в том числе моя дочка очень переживала перед тем, как выступить. Но очень здорово получилось, круто. Какие эмоции вас сейчас переполняют? Эмоции, чувства гордости, радости, даже были слезы счастья, что дети такие молодцы, они стараются, каждый ребенок по-своему уникален, талантлив, и очень здорово, что в Доме творчества это все раскрывается. Какой кружок посещает ваш ребенок в детском доме творчества? Здравствуйте. Мой ребенок посещает кружок «Грильяж», вокальный кружок «Грильяж». Нравится ли вашему ребенку посещать кружки в детском доме творчества? Очень нравится, рады. Скажите, пожалуйста, вы часто посещаете праздничные мероприятия, концерты в детском доме творчества?
По мере возможности стараемся все концерты не пропускать, посещаем, очень нам нравится, по душе. Ваш ребенок активно принимает участие в данных концертах? Да, принимаем участие, очень стараемся, потому что ребенку очень нравится. Скажите, пожалуйста, понравилось ли вам сегодняшнее праздничное мероприятие? Мероприятие очень понравилось, очень по душе, рады, тронуты. Песни такие прозвучали, тронуты до слез. Сегодня, в преддверии Дня матери, в Доме детского творчества состоялся большой концерт солистов и коллективов Дома детского творчества, в котором приняли участие около, наверное, 100 детей, которые с удовольствием пели сегодня, танцевали и радовали своих мам творчеством. Этот праздник, когда дети стараются вынести на суд своих мам то, чему они научились благодаря Дому детского творчества. И мы и студийцы выступали, накануне был концерт, и сегодня вот творческие коллективы Дома творчества, как я уже сказала. И мамы – это наши благодарные зрители, которым всегда, конечно же, нравятся собственные дети. Педагогов Дома детского творчества и мам объединяет то, что у нас общие дети. То есть дома они дети как дети, а когда приходят они к нам, то они становятся воспитанниками наших коллективов. Благодаря мамам, их активной помощи, поддержки в Доме детского творчества занимается 2700 детей. И это здорово. И сегодня, конечно, звучали песни о маме, танцы для мам, и мамы растрогались до слез. Людмила Матвеева, Владислав Васильев. Также к этому замечательному празднику подготовились учащиеся детской музыкальной школы города Канаш. Подробнее в нашем репортаже. В детской музыкальной школе города Канаш прошел концерт, посвященный Дню матери. Дорогие друзья, наш концерт подготовили самые любимые, самые очаровательные ваши дети. И, конечно, самые дружные музыкальные семьи. Сегодняшний осенний концерт мы посвящаем вам. Дети и их родители активно принимали участие в поздравительном мероприятии, дарили зрителям не только добрые слова и улыбки, но и специально подготовленные совместные и одиночные концертные номера. Что такое мама? Веселье, радость, смех. Мама как сердечко, ведь сердце есть у всех. Что такое мама? Это как стена, защитит от драмы папу и меня. Что такое мама? Это все на свете. Мамы, поздравляем с любовью, ваши дети. Прости нас за то, что порой бывает тебя обижаем. Спасибо за то, что душой всегда за нас переживаешь. Ты чувствуешь лучше других свет радости, горечь, обмана. И в мире нет больше таких. Ты самая лучшая мама, самая лучшая мама земли, самая милая, светлая, самая. Мы так гордимся, что именно ты наша мама. Спасибо за руки твои, за то, что заботой нас окружила, и секрет твоей доброты, и весь этот мир нам подарила. В концерте были представлены вокальные, инструментальные, поэтические номера, посвященные мамам, их высоким душевным качествам и их огромной роли в жизни каждого человека. На улице тишина, по небу плывет луна. Поверь, что не спит, а ждет только мама. И ночью тихонько дверь откроет она тебе. Поверь, что не спит, а ждет только мама. У каждого ребенка есть мечта, в ней мама с папой дружная семья. И счастье в доме есть, и кажется порой, что это навсегда.
некоторые юные музыканты выходили на сцену впервые, поэтому присутствие и поддержка близкого человека – мамы, так же, как и теплая, по-семейному дружелюбная атмосфера праздника, благоприятно сказались на выступлении ребят. Это был яркий, запоминающийся концерт, наполненный искренним детским вдохновением, потому что для мам всегда надо делать все здорово и по-настоящему. Лиана Анатольевна, расскажите, пожалуйста, нам и нашим телезрителям, как долго длится подготовка к праздничному мероприятию? В нашей школе составляется учебный план на текущий учебный год. И, конечно же, мы продумываем все мероприятия, которые будут проходить. Один из самых добрых семейных праздников – это, конечно же, День матери. Это еще одна возможность сказать своим мамам спасибо и оценить женский материнский труд. Концерт, посвященный Дню матери, он необычный, поскольку здесь участвуют не только дети, но и их мамы. Подготовка идет заблаговременно, потому что не каждая мама умеет владеть инструментом, не каждая мама поет, поэтому нам нужно достаточно много времени, чтобы подготовить мам и детей к этому выступлению. Лиана Анатольевна, скажите, пожалуйста, насколько активно родители принимают участие в поздравительных концертах, мероприятиях? Надо сказать, что наши родители действительно очень активны. Когда мы начинали первые свои концерты, посвященные Дню матери, это было всего лишь несколько семейных ансамблей. Но сегодня вы увидели, что наша аудитория выросла в разы. Сегодня у нас 18 семей приняли участие в этом концерте. И в основном это многодетные семьи. Лиана Анатольевна, что вы пожелаете всем мамам нашего города в этот замечательный, чудесный праздник? Конечно же, я хочу мамам пожелать, чтобы их дети их радовали, чтобы они были окружены любовью семьи, близких людей, и чтобы были счастливы наши женщины, наши мамы. Большое спасибо вам и вас тоже с праздником. Спасибо. Людмила Матвеева, Владислав Васильев. В спортивном зале ФОК «Локомотив» города Канаш состоялся открытый чемпионат и первенство города Канаш по гиревому спорту и 12-й турнир памяти кавалера Ордена Мужества, подполковника пограничной службы Федеральной службы безопасности России Руслана Николаевича Желудкина. С какой целью проходило мероприятие, кто является инициатором данного мероприятия, на эти и другие вопросы ответил председатель Чувашской республиканской общественной организации пограничников Пограничного братства Анатолий Борисович Шорников. 12-й турнир по гиревому спорту проводится в целях патриотического воспитания молодого поколения, а также привития спорта среди молодежи для выявления сильнейших спортсменов Чувашской республики. В этом турнире принимают участие многие спортсмены Чувашской республики, в том числе города Канаша. Этот турнир посвящен подполковнику пограничной службы ФСБ России Руслану Николаевичу Желудкину. Наш герой-пограничник родился в селе Ачакасы Канашского района. С отличием окончил школу, а также пограничное училище в городе Москве. И потом, после завершения учебы, был призван для службы на Северный Кавказ, в Республике Дагестан. Но в 2010 году он героически погиб, защищая нашу границу. Поэтому с 2010 года проводится турнир памяти пограничника, подполковника пограничной службы Федеральной службы безопасности России и Федерации по Чувашской республике. В этом мероприятии принимают участие администрации города Канаш, а также руководители ФСК «Локомотив»,
а также на сегодняшнее мероприятие прибыли родители нашего героя Александра Константиновна Желудкина и Николай Иванович Желудкин. А также прибыли ветераны-пограничники Чувашской республиканской общественной организации «Пограничников братства», Канашского отделения, а также из города Чебоксар. Мы сегодня на этом турнире надеемся будет пройти на высоком уровне, пусть победит сильнейший. На сегодняшний момент, также, как сказать, эта сплоченность показывает это поддержку наших военных, мобилизационных, а также принимающих участие в военной операции на Украине. А также, пользуясь случаем, хочу призвать нынешнюю молодежь заниматься спортом, учиться хорошо, готовить себя к защите Отечества. По каким критериям будут награждать победителей среди женщин? Среди женщин и мужчин победители будут награждать на время количества поднятий гири. Сначала мужчины у нас будут соревноваться, а потом женщины. И будут награждаться кубками, медалями, дипломами. На мероприятии принимают участие родители пограничника-героя Александра Константиновна Желудкина и Николай Васильевич Желудкин, а также ветераны-пограничники Чувашской республиканской общественной организации «Пограничников братства», Канашского отделения и города Чебоксары, а также наши почетные гости, которые тренируют сегодняшних наших участников нашего турнира. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Батарева, Яльчикского и Бресенского, Канашского районов, города Канаш, села Шамырша, города Алатырь. Скажите, пожалуйста, как часто вы принимаете участие в спортивных турнирах и соревнованиях? В детстве, когда занимался плаванием, принимал также участие в спортивных соревнованиях по плаванию, потом в гири ушел, и вот с тех пор, лет с 8, занимаюсь гирями. Получается, бросал, и последние 2 года брал перерыв, и сейчас только месяца 3 назад начал снова ездить на соревнования по гирям. Вы только в гиревом спорте принимаете участие или в каких-либо других направлениях тоже? Нет, занимаюсь только гирями. Нравится гиревой спорт именно. Понравился, зашел по душе. Спортивные соревнования начала уже как 2-й год, учусь. Была на соревнованиях по масс-рестлингу, по гиревому спорту, сейчас 1-й раз. И в дальнейшем тоже, надеюсь, буду во всех соревнованиях участвовать. Активно принимаете участие, вы большая молодец. Скажите, пожалуйста, а в соревнованиях по гиревому спорту вы в 1-й раз участвуете или повторно? 1-й раз, решила попробовать. Общее руководство проведением первенства и турнира осуществлялось оргкомитетом с соблюдением эпидемиологической обстановки и судейской коллегии в составе Владимира Александровича Панихидкина, почетного гражданина города Канаш, тренера по гиревому спорту, 23-кратного чемпиона мира, основателя гиревого спорта в городе Канаш и Канашском районе. 2011 года работаю тренером по гиревому спорту. За это время подготовил 2 кандидатов в мастера спорта и очень много рекордсменов и чемпионов Чувашской республики. Скажите, пожалуйста, довольны ли вы количеством спортсменов, принимающих участие в данном турнире? Не совсем доволен, потому что приехали спортсмены только из центра республики и южных районов, потому что данное мероприятие не входит в календарь мероприятий спортивной республики, и поэтому финансирование недостаточно. Из-за недостаточного финансирования многие не приезжают на эти соревнования. На церемонии открытия соревнований участников приветствовали глава администрации города Канаш Виталий Николаевич Михайлов. С напутственными словами в адрес спортсменов выступили мать погибшего подполковника Александра Константиновна Желудкина, председатель Чувашской республиканской общественной организации пограничников Анатолий Шорников, который также вручил матери погибшего подполковника благодарность за достойное воспитание сына. Председатель регионального отделения общероссийской организации Всероссийской Федерации гиревого спорта в Чувашской республике Юрий Карпов, председатель Канашского отделения Чувашской республиканской общественной организации пограничников Пограничного братства Герман Николаев, директор МБОУ СОШ номер 10 города Канаш Николай Захаров. Мы побеседовали с родителями прославленного земляка, матерью Александрой Константиновной Желудкиной и отцом Николаем Васильевичем Желудкиным. Они рассказали нам, каким был их сын, о чем мечтал с самого детства и чего достиг. Родился 5 июля 1977 года. С малых лет
он очень старательный был, рано учил читать, писать. Тогда садика не было, очень целеустремленным был, любил работать, никогда не отказывался ни от какой работы. С детства мечтал стать пограничником. Когда мой старший брат подарил ему куртку, тогда он сказал: это мой масхалат, это пограничная собака. У нас дома была собака. Он назвал Мухтаром. Он хотел стать пограничником, мечтал. В школе учился тоже на хорошо, на отлично. Школу закончил серебряной медалью и после школы поступил в Голицынский пограничный институт Московской области. Там он тоже хорошо учился, закончил красным дипломом и отправили в Северный Кавказ. Он служил там с 1999 года по 2010 год. Он работал начальником оперативника по Республике Дагестан. Как и любые другие спортивные соревнования, этот турнир завершился награждением победителей, выявлением сильнейших и самых целеустремленных. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго, до новых встреч! Каждого клиента всегда рады видеть в магазине «Светофор» по адресу Канаш, улица Котовского, дом 4. Большой ассортимент товаров, которые предлагают ведущие производители России и ближнего зарубежья, это известные бренды, которые завоевали любовь и доверие покупателей. Тем более, что ассортимент постоянно обновляется, магазин радует клиентов новинками и продуктами разных категорий. Уважаемые покупатели, жители Канаша, Канашского района и близлежащих районов, приглашаем вас за покупками в магазин «Светофор» по адресу город Канаш, улица Котовского, дом 4. Магазин «Светофор» напрямую сотрудничает с производителями, поэтому наши цены ниже рыночных на 20-30%. Чтобы ваши покупки были еще выгоднее, мы устраиваем на постоянной основе акции, также обновляем ассортимент. Купить в магазине «Светофор» можно канцелярские принадлежности, бытовую химию, консервы, чай, кофе, кондитерские изделия, посуду, хозтовары, продукты питания для ваших питомцев и многое другое. В магазине «Светофор» я закупаюсь достаточно часто. Во-первых, меня привлекает то, что магазин расположен в центре, удобная транспортная доступность, на машине подъехать можно, стоянка есть своя и широкий ассортимент предоставленной продукции. Цены гораздо ниже, чем в других торговых точках. То есть можно приобрести продукты впрок. 5-килограммовые упаковки здесь есть. Выгодно покупать сахар, муку, крупы. И раз в неделю стабильно посещаем данный магазин. Продавцы вежливые, улыбчивые и всегда готовы прийти на помощь, подскажут, где что находится. Я являюсь постоянным посетителем «Светофора». Мне очень нравится здесь. Цены меня устраивают полностью, так как я уже, можно сказать, заслуженный пенсионер. Поэтому советую всем канашцам посещать чаще этот магазин. Чтобы осенние холодные вечера стали еще уютнее и теплее, приходите в магазин «Светофор» по адресу город Канаш, улица Котовского, дом 4. Совершайте умные покупки, экономьте вместе с нами. Будем рады вас видеть. Большое разнообразие, низкие цены, постоянные скидки и акции в магазине «Светофор» ежедневно радуют своих покупателей. Цены устраивают, конечно, очень намного дешевле, чем в других магазинах. Ассортимент очень хороший, мне очень нравится. И вот для стирки очень много всего. И мыло вроде так хватает в доступные, и цены доступные. «Светофор» может удовлетворить потребности любого клиента. Ну, магазин очень хороший, мы каждый раз сюда. Ну, по неделю, нет, месяц 2 раза. Цены
по сравнению с другими магазинами приемлемые, 2 раза ниже, могу сказать. Двери магазина открыты для вас по адресу город Канаш, улица Котовского, дом 4. Майонез «Золотое лукошко» 800 мл 86,90. Масло моторное полусинтетическое «Синтек Люкс» 4 литра 889,50. Новогодний подарок для детей «Зимушка» 1 килограмм 253 рубля. Кофе «Черная карта» 190 грамм 299 рублей. Всегда свежая свинина, куриная грудка, окорочка и голень по очень низким ценам. Жидкость стеклоомывающая 4 литра 89,70. Магазин «Светофор». С нами дружить приятно и интересно. Ждем вас. Канаш, улица Котовского, 4.